Приветствую вас, друзья. С вами я, Михаил Сергеев. Сегодня отмечается День сурка. В Гагаузии сегодня выходной. Но не по случаю Дня сурка, а по случаю так называемого Дня народного единства, который сам по себе превратился в День сурка. День народного единства — это праздник по случаю так называемых гагаузских референдумов от 2 февраля 2014 года. Эти референдумы прошли незаконно, потому что суд отменил решение о их проведении. Поэтому так называемый праздник Дня народного единства тоже незаконен, с моей точки зрения. Я лично называю этот день днем великого обмана гагаузов, потому что жителям Гагаузии продали несуществующие и мифические блага. Таким образом, возникает главный вопрос. Что значит День народного единства? Единство вокруг чего? Референдумы были сепаратистскими, а мы отмечаем единство. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, в связи с чем проводились так называемые гагаузские референдумы. 2 февраля 2014 года жителям Гагаузии было предложено принять участие в двух референдумах — в консультативном и в законодательном. Так называемый консультативный референдум проводился по вопросу внешнего вектора развития Республики Молдова. Участникам референдума предлагалось выбрать между интеграцией Республики Молдова в таможенный союз или Европейским Союзом. Главный вопрос, который возникает в связи с этим, а почему Гагаузия вообще устраивает местный референдум по внешнеполитическому вектору Республики Молдова? Это не компетенция Гагаузии. Такие вопросы могут решаться только на национальном референдуме, и такие референдумы могут проводить только национальные или центральные власти Республики Молдова. Тут важно вспомнить, в каком региональном геополитическом контексте проходили эти незаконный референдум. С одной стороны, Республика Молдова готовилась к подписанию договора об ассоциации с Европейским Союзом. В Украине вовсю разгорался или уже разгорелся на тот момент протест, который позже стал известен как революция достоинства в ответ на отказ Януковича подписать договор об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Ну и на этом фоне, как мы уже теперь понимаем, Россия подготовила и начала реализацию плана Новороссия. В этом контексте российская пропаганда, которая тогда имела неограниченный доступ в информационное поле Республики Молдова, не говоря о Гагаузии, представляла Европейский Союз как самое страшное образование, которое вообще когда-либо знало человечество. Запугивала граждан Молдовы геями и потерей неких традиционных ценностей. И обещала рай на земле и бесплатный газ в случае дружбы с Россией и отказа от Европейского Союза. Под этим мощнейшим информационным натиском, который, к слову сказать, тогда вообще никто не пытался в Республике Молдова хоть каким-то образом отражать, это в 2024 и 2025 годах мы научились бороться с российской пропагандой и отражать ее более или менее эффективно. А в 2014 году мы были в этом вопросе беспомощны, и более того, никто даже не ставил перед собой задачу бороться с российской пропагандой. В таких условиях жители Гагаузии, запуганные выдуманными страшилками про Европейский Союз и убежденные в том, что вступление в таможенный союз принесет рай на земле, побежали к избирательным участкам и проголосовали за таможенный союз. Таможенный, извините, союз. Но на самом деле, с моей точки зрения, цель этих незаконных референдумов не была в том, чтобы выяснить мнение жителей Гагаузии относительно Европейского Союза или таможенного союза. С этим все было ясно. Главным вопросом на том самом референдуме был другой. Так называемый закон об отложенном статусе Гагаузии. Жителям Гагаузии тогда предлагалось проголосовать за закон, разработанный где-то в кабинетах Народного собрания при помощи Кремля, о реализации права Гагаузии на внешнее самоопределение. Аргументация инициаторов этого вопроса была следующей. Смотрите, говорили они, в законе об особом правовом статусе Республики Молдова предусмотрено право Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Республикой Молдова своей независимости. Право есть, говорили они, но механизма нет. Давайте мы примем этот закон, который прописывает этот механизм для того, чтобы он уже был готов для реализации в случае, если такая возможность предоставится. С моей точки зрения, это было не что иное, как подготовка к реализации проекта «Новороссия», который Кремль пытался внедрить в 2014 году. Из того, что мы понимаем сейчас, «Новороссия» — это был проект, состоящий, или который должен был состоять из набора так называемых народных республик. Сначала они создали так называемые ЛНР и ДНР, а на юге Республики Молдова и юге Одесской области собирались создать Буджакскую народную республику, включающую в себя болгарские и гагаузские села Юга Молдовы и Одесской области.
Проведение этих незаконных референдумов в Гагаузии было первым этапом. Вторым этапом должно было стать, собственно, провозглашение так называемой Буджакской Народной Республики в случае, если бы так называемый проект Новороссия не застрял на Донбассе, а продвинулся бы к границам Республики Молдова. С этой точки зрения, так называемые гагаузские референдумы от 2 февраля 2014 года были первым выстрелом в войне, которую Россия начала против Украины и Республики Молдова, которая началась в 2014 году, а в 2022 году переросла в полномасштабную войну. Давайте будем называть вещи своими именами. Да, безусловно, эту войну сейчас тянет только Украина. Однако оккупация Республики Молдова также является целью путинского рейха в этой войне. Идея проведения так называемых гагаузских референдумов начала обсуждаться в Народном собрании в ноябре 2013 года. Сами референдумы прошли 2 февраля 2014 года, 16 марта 2014 года произошла аннексия Крыма. В апреле 2014 года началась война на Донбассе. Уже сейчас совершенно очевидно, что эти так называемые референдумы были ничем иным, как началом агрессии против непокорных Кремлю Украины и Молдовы. И главный вопрос, почему эти так называемые референдумы еще чествуются в Гагаузии, и более того, день их проведения объявлен выходным днем в Гагаузии. Сейчас совершенно очевидно, что так называемые гагаузские референдумы были одним из звеньев, не самым главным, но одним из звеньев цепи, которая началась в 2014 году в феврале и привела к полномасштабной войне в Украине, которая длится уже 4 года. У меня есть все основания предположить или предполагать, что гагаузские референдумы были своего рода тестом для того, чтобы протестировать реакцию властей Республики Молдова, молдавского общества и международного сообщества. И, к сожалению, реакция была очень слабой и неадекватной, учитывая степень угрозы, которую таили в себе эти референдумы. И Кишинев, и международное сообщество, вместо того, чтобы поставить точку в этих провокациях, раз и навсегда начали вытанцовывать перед Гагаузией гопак, заискивая в поисках диалога. С моей точки зрения, Гагаузия давно должна была откреститься от этого позора и отменить как решение о проведении этих референдумов сами решения, которые были приняты на этих так называемых референдумах, а также решение объявить этот день праздничным днем, я имею в виду 2 февраля. Также очевидно, что это было не просто недоразумением, а серьезной провокацией, целью которой было втянуть жителей Гагаузии и Республики Молдова в целом в цепь опасных событий, которые не состоялись по той причине, что Украина сопротивляется и ей удается сдерживать российскую агрессию и не дать ей распространиться к границам Республики Молдова. Люди, организовавшие этот референдум в Гагаузии из числа гагаузских политиков, к сожалению, не понесли наказания. Давайте вспомним, кто на тот момент был у руля Гагаузии. Башканом был Михаил Формузал. Его заместителем был Валерий Яниоглу. Председателем Народного собрания был Дмитрий Константинов. Активно поддерживали эти референдумы партия социалистов и Ирина Влах вместе с Ионом Чебаном, и многие другие местные политики, и даже кишиневские политики. Никто из них не понес наказания, несмотря на то, что они обеспечивали юридическое, политическое и административное прикрытие этих незаконных референдумов и активно за них задвигали на митингах. Валерий Яниоглу, зам Формузала, который отвечал за административную поддержку этих референдумов после ухода с должности заместителя Башкана, получил должность главы Агентства регионального развития по АТО Гагаузия, финансируемого GIZ, Германским обществом по международному сотрудничеству. Формузал после окончания мандата Башкана переехал жить в Германию с семьей. Константинов после 4-летнего перерыва вернулся обратно в Народное собрание и снова стал председателем Народного собрания. Наказание понесли только 3 молодых людей, которых завербовали в качестве боевиков проходить обучение в тренировочных лагерях России для отработки навыков дестабилизации ситуации с применением силы. К чему привело то, что никто из организаторов и вдохновителей референдума не понес наказание? Это привело к тому, что в 23 году Гагаузия на блюдечке с голубой каемочкой была передана Шору, и основные действующие лица, которые подготавливали и проводили те самые референдумы, помогали Шору захватить Гагаузию и помогают ему удерживать ее до сих пор. Тот же Константинов, который в 2014 году переметнулся от демократов, от Демпартии имеется в виду, к сторонникам референдума и обеспечил необходимое количество голосов в Народном собрании в поддержку проведения этого референдума, уже в 2023 году в должности спикера Народного собрания встречался с Шором в Израиле и обговаривал с ним условия сдачи Гагаузии.
Он же, как вы помните, Севгений Гуцул был в Москве, где подписывал соглашение с Промсвязьбанком, которое потом позволило масштабировать сетку Шора на всю страну. Валерий Неугла пару лет назад создал партию «Буджак» и передал ее Василию Тарлеву, который прошел в парламент как часть патриотического блока. Для Валерия Неугла не нашлось места в парламенте, несмотря на то, что его партия там представлена. Спустя 12 лет после того, как стало совершенно очевидно, что эти незаконные референдумы были наглой провокацией таможенного союза, за который люди голосовали, не существует в природе. Тем не менее, эти референдумы называют чуть ли не главным историческим событием последних десятилетий. Не только Гагаузии, но и всей Республики Молдова. С одной стороны, все разговоры о референдуме и его восхваление выглядит как бред сумасшедшего. Но, с другой стороны, люди, организовавшие его, по-прежнему удерживают контроль над Гагаузией, помогают России контролировать Гагаузию политически и использовать ее против Республики Молдова. Да, эти люди не могут использовать Гагаузию таким образом, чтобы она представляла жизненную угрозу для существования Республики Молдова, потому что Россия далеко, и Молдову защищает Украина. Но удержание Гагаузии в том состоянии, в котором она находится сейчас, может представлять потенциальную угрозу в будущем. Да, мы не видим должной оценки референдума в самой Гагаузии, но это, согласитесь, невозможно, учитывая состояние, в котором находится политический класс Гагаузии. Но мы также не видели должной оценки этим референдумам со стороны Кишинева. Да, суды Республики Молдова признали эти референдумы незаконными, но какое значение это имеет, если политические и даже правовые последствия этих референдумов никуда не делись? Люди, которые организовали и проводили эти референдумы, по-прежнему являются частью политического процесса. А решения, принятые на этих так называемых референдумах, никто не отменял. И все дошло до того, что такие, как Виктория Фортуна, приезжают в Гагаузию и заявляют, что только гагаузы спасут Республику Молдова, потому что у Гагаузии есть право на внешнее самоопределение. Вот так и живем. Друзья, в завершении хочу напомнить о важном сборе. Национальный конгресс украинцев Молдовы и посольство Украины в Республике Молдова объявили сбор на закупку генераторов для украинских городов и населенных пунктов, пострадавших от российских ударов по украинской энергосистеме. QR-код для пожертвований вы видите на экране. Также в закрепленном комментарии мы оставим ссылку на этот сбор. Мы живем в свободной стране благодаря Украине. Давайте поможем украинцам пережить эту сложную для них зиму. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас, друзья, делитесь этим видео и призывайте своих друзей и близких подписываться на наш канал. До новых встреч!